Женщина скончалась в больнице из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП в Якутске. По сообщению ГИБДД, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительно установлено, что 31-летний мужчина, управляя машиной Hyundai Solaris, двигаясь по улице Ломоносова, совершил наезд на 71-летнюю пожилую женщину, причинив ей серьезные травмы. На следующий день потерпевшая, не приходя в сознание, скончалась в реанимации. Отмечается, что автомобилист в момент ДТП не был выпившим. Материалы дела переданы в следственные органы. Пожилой житель Нюрбинского района зарезал знакомого. Как сообщает прокуратура Якутии, 63-летний местный житель признан виновным в убийстве. Преступление произошло в избушке на сенокосном угодье. Между пьяным подсудимым и потерпевшим внезапно возник конфликт. Мужчина схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в грудь. В результате последний скончался на месте происшествия. Однако подсудимый вину в совершенном преступлении так и не признал. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 8 годам в колонии строгого режима. В Булунском районе Якутии полицейские выявили хищение бюджетных денег. Подозреваемые – главный бухгалтер и бухгалтер одной из организаций. Предварительным следствием установлено, что должностные лица были в сговоре еще с 2017 года, и это продолжалось до июня этого года. Они систематически изготавливали подложные платежные поручения и вносили в реестры сведения о завышенном размере своей зарплаты. На основании представленных документов на их лицевые счета зачислялись суммы, превышающие реальный размер. Также полицейские выяснили, что злоумышленники с помощью программы автоматизации бухгалтерского учета регулярно оплачивали жилищно-коммунальные услуги за принадлежащие им жилые помещения. В результате причинен ущерб в размере около 3 миллионов рублей. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисты в социальных сетях обманули 2 жителей Алданского района. 30-летний мужчина рассказал полицейским, что разместил в социальной сети объявление о покупке запасных частей на машину. Скоро на него откликнулся пользователь соцсети Александр и сообщил, что занимается реализацией запасных автомобильных частей. Они договорились о купле-продаже капота и фар на общую сумму более 10 тысяч рублей. Лжепродавец предложил оплатить покупку и доставку сразу с помощью платежной системы Kiwi Bank, что покупатель и сделал, после чего продавец прекратил переписку, а покупатель остался без товара и без денег. Аналогичный случай произошел с жительницей города Алдан. В соцсети она увидела объявление об акции на пальто в интернет-магазине города Новокубанск. Ее привлекли низкие цены, и она написала продавцу. Она перевела более 8 тысяч рублей в качестве оплаты за товар. Вскоре ей перезвонила якобы менеджер магазина и сообщила о повышении цены поставщика на пальто, поэтому требовалось доплатить еще около 4 тысяч, либо аннулировать заказ. Женщина выбрала первый вариант и перевела деньги. Когда поступил следующий звонок с сообщением о том, что, оказывается, следовало внести около 7 тысяч рублей, потерпевшая поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию. Полицейские Мегино-Кангаласского района установили подозреваемого в краже кошелька у покупателя в магазине. Заявительница сообщила полицейским, что у нее похищен кошелек с деньгами. Сумма причиненного ущерба составила 24 тысячи рублей. Полицейские установили 29-летнего мужчину. Выяснилось, что потерпевшая случайно выронила кошелек у входа в магазин, а подозреваемый его заметил. Чтобы не попасть в поле зрения камеры наблюдения магазина в момент кражи, он носком обуви отталкивал кошелек в сторону, после чего поднял его и скрылся. В ходе обыска похищенный кошелек изъят, но денег в нем не оказалось. По словам подозреваемого, он потратил все похищенные деньги на покупку вещей для ребенка, который у него недавно родился. Житель Якутии зарезал двоюродного брата и пытался убить второго родственника. По информации прокуратуры Якутии, в Усть-Алданском районе вынесен приговор по уголовному делу по обвинению мужчины в убийстве и покушении на убийство своих двоюродных братьев. Установлено, что пьяный подсудимый в марте этого года в ходе возникшей ссоры несколько раз ударил двоюродного брата ножом в грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте преступления. После этого он напал на другого двоюродного брата и ударил его ножом в шею, однако потерпевший, защищаясь, подставил под удар свою руку и выбежал на улицу. Суд приговорил подсудимого к 11,5 годам в колонии особого режима. В среду тайфун Малави со скоростью ветра до 37 метров в секунду обрушился на центральную береговую линию Вьетнама, став причиной гибели 2 человек и оставив десятки пропавшими без вести. Деревья были вырваны с корнем, кровли и заборы снесены. Неизвестной остается судьба 26 рыбаков, лодки которых затонули, когда они пытались вернуться на берег. Как сообщило правительство, для поисков мобилизованы 2 корабля военно-морских сил. Около 250 тысяч военных приведены в боевую готовность. К ликвидации последствий подготовлены вертолеты и машины-амфибии. Сотни тысяч людей на пути шторма эвакуированы, а тем, кто остался дома, приказано не выходить до особого уведомления. Вьетнам выдержал 9 крупных штормов в этом году.
Их жертвами стали более 130 человек. Шторм Нанка в октябре вызвал сильнейшее за последние десятилетия наводнение и несколько смертоносных оползней. Вьетнамский Красный Крест призвал мировое сообщество оказать помощь государству в $4 миллиона.